В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Медицинская общественность в этом году отмечает 55-летие становления службы медицинской статистики в регионе. Какие задачи решают специалисты статистического медицинского центра в Якутии? Сегодня мы об этом и говорим. Гость студии Петр Никифоров, директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра. Петр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Что представляет собой медицинская статистика вот в данный момент? Конечно, медицинская статистика на самом деле в мире зарождалась в 17 веке еще, да, когда в 1662 году английский ученый опубликовал свою первую работу о естественном и политической истории заболеваемости и смертности населения в городе Якутска. С того момента началось. Да, и на сегодняшний день медицинская статистика на самом деле является динамично развивающееся направление медицинской науки, да, в области общественного здоровья и организации здравоохранения. Это большие данные, оцифрованные большие данные всей деятельности отрасли медицинского здравоохранения, да, и оцифрованные данные наших пациентов. Вот все эти данные, кумулируясь, создаются отчетные формы. Отчетные формы они представляют собой как основной документ для моделирования и прогнозирования состояния здоровья населения и работы медицинской деятельности медицинских учреждений нашей республики. Какие темы планируется затронуть на предстоящей конференции, которая посвящена юбилею? На самом деле, вот при поддержке Министерства здравоохранения республики, а лично министра здравоохранения Лилии Николаевны Афанасьевой, да, в этом году впервые в республике будет проводиться юбилейные мероприятия, посвященные 55-летию медицинской статистики нашей республики. Да, если говорить с чего начиналось наши республиканские статистические наблюдения, да, на самом деле началось оно в начале 20 века, а приказом Министерства здравоохранения Республики Якутская ССР тогда в 1969 году был создан Бюро медицинской статистики, и поэтому мы в этом году в юбилейных мероприятиях, конечно же, мы затронем историю развития медицинской нашей статистики, актуальные вопросы медицинской статистики, и учитывая то, что вот на сегодняшний день медицинская статистика является тем, что это данные наших пациентов, системы здравоохранения, оцифрованные данные, это, конечно же, будет междисциплинарные изучения, например, это цифровизация, да, это IT-специалисты медицинской статистики, IT-специалисты медицинской отрасли и медицинские статистики. Вот актуальные вопросы этих проблем будем изучать. На самом деле планируется приезд большого количества гостей с Министерства здравоохранения, Центрального института организации здравоохранения и информатизации здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации и региональных МИАЦев, да, вот, медицинско-информационно-аналитических центров нашего всей страны. Да, вот поэтому будут решаться большие актуальные вопросы, да, посредством которых мы получим резолюцию, да, для дальнейшего направления работы и создания новых направлений, на самом деле, медицинской статистики. Почему? Потому что, на самом деле, вот те данные, которые мы сегодня имеем, да, вот оцифрованные данные, они являются основой развития искусственного интеллекта в здравоохранении, для создания, например, системы принятия врачебных решений, да, поэтому эти актуальные вопросы планируется обсудить на нашей конференции. Какие направления могут быть еще развиты в дальнейшем? В дальнейшем, конечно же, вот самое главное, да, медицинская статистика на сегодняшний день является основой для управления здравоохранением в регионе, в стране в целом, да, и в этом мы, конечно же, планируем, чтобы развитие было направлено на изучение и моделирование состояния здоровья населения. То есть мы должны, имея эти данные, большой массив данных, мы должны уже планировать и моделировать, что может произойти в будущем, если какой-то процесс движется или наверх, или вниз. И на основе этого Министерство здравоохранения и правительство должны принимать соответствующие решения для того, чтобы предупредить худшие или превентивно сделать так, чтобы случилось улучшение здоровья наших граждан. То есть прогноз, да? Прогноз, да, аналитический прогноз. Есть ли запрос на специалистов в области медицинской статистики в обществе и какими навыками должен обладать молодой специалист? Конечно же, на самом деле, вот медицинская статистика, если мы говорим, да, например, в общественности есть такое понятие, что, ну, да, вот люди, которые работают цифрами, да, цифрованными данными и так далее. На самом деле, если взять глубже, да,
деле вот все клинические исследования по эффективности и безопасности лечения, внедрение новых методов лечения, оценки их вот, эффективности проводят медицинские статистики. То есть это большая аналитическая работа направленная, поэтому спрос, безусловно, на медицинских специалистов есть. На сегодняшний день мы подготавливаем медицинских статистиков в медицинском институте Северо-Восточного федерального университета и медицинских колледжах нашей республики, да, но каким должен обладать компетенциями? Конечно же, это эрудированность, это же аналитический склад ума, да, и желание, конечно же, работать и принести пользу. Это скрупулезный труд, на самом деле, это труд не как вот простого медицинского работника, который мы имеем, да, вот как врачи, например, да, лечебный эффект. Тут надо, конечно же, понимать, что работа направлена на теневую работу, да, это невидимый фронт всей отрасли здравоохранения, которая вот приводит, оцифровывает все данные, да, и приводит вот такую большую аналитическую работу. Поэтому для таких сотрудников медицинской статистики, конечно же, это же аналитический склад ума, умение работать с медицинскими информационными системами, ну, всего вот такие компетенции. А требуется ли обладать медицинскими какими-то знаниями, да, вот, или, допустим, как пример, да, вот математик может переобучиться, может, ему нужно будет тоже обязательно какие-то вот медицинские тоже базы знать? Да, на сегодняшний день медицинские статистики на самом деле вот являются в большинстве случаев медицинскими работниками. Да? Это врачи медицинские, врачи, которые прошли переподготовку по организации общественного, ну, организации здравоохранения. Да? Это медицинские сестры или фельдшера, которые прошли переподготовку по медицинской статистике специальности в медицинских колледжах. Управлять большими данными, мы сегодня говорим о больших данных, да, вот, которые существуют на сегодняшний день. Конечно же, это и математики, которые прошли определенную подготовку по анализу и аналитике больших данных, да, это и биоинформатики. Да, на самом деле вот такие вот большие междисциплинарная работа проводится для того, чтобы анализировать состояние здоровья нашего населения. Поэтому тут может быть и медицинские работники, тут могут быть и математики, тут могут быть и биологи, да, которые вот, и IT-специалисты, которые имеют определенную квалификацию в этой области. Поэтому у нас междисциплинарная работа. А сколько специалистов в нашем региональном центре, где вы базируетесь? Просто так интересно стало, вот никогда не задумывалась о таком центре. Наш Республиканский медицинский информационно-аналитический центр на сегодняшний день 145 специалистов, из них около 50 специалистов – это медицинские статистики, которые работают во благо здоровья и охраны здоровья населения нашей республики. Каждое медучреждение сейчас работает в рамках национального региональных проектов здравоохранения, да, и в рамках реализации какого проекта работает сейчас именно вот ваш центр? Ну, учитывая то, что мы являемся держателями всех статистических данных, да, мы косвенно работаем со всеми национальными проектами здравоохранения, но более того, самым главным держателем, то есть еще ответственным в направлении, мы работаем по национальному проекту создания единого государственного информационного системы здравоохранения, так называемые ГСЗ, да, под части цифровизации здравоохранения. И в этой части, конечно, 2019 года этот проект продолжается. В 2024 году мы заканчиваем этот проект ЕГСЗ, вот, Единая государственная информационная система здравоохранения. Работаем совместно с Министерством инноваций нашей республики по созданию вот единого контура. Вы помните, наверное, раньше мы таскали все медицинские карточки и так далее. Сейчас у каждого гражданина нашей республики благодаря этому проекту свой электронная медицинская карта, да, вот электронная медицинская карта. Вы помните, как мы раньше больничные листы с собой таскали, сейчас это в электронном виде. Вы помните, когда мы в поликлинику своим ходом ходили для того, чтобы записаться на прием к какому-то врачу, теперь это возможно через наши госуслуги, региональные порталы какие-то, да, вот мы можем все это сделать. И у каждого гражданина, благодаря реализации данного проекта, мы имеем на сегодняшний день, например, централизованный архив лабораторных исследований. То есть каждого гражданина, который анализы сдавал в лаборатории любой медицинской организации нашей республики, эти данные сохранились в хронологическом порядке.
Также сохраняется сегодня в Централизованном архиве медицинских изображений все его рентгенологические исследования, да, и так далее. Поэтому создана большая работа, проведена большая работа, созданы все карты электронных медицинских документов, карты наших граждан нашей республики, да, и благодаря поддержке главы республики Айсена Сергеевича Николаева мы в этом году заканчиваем полностью, контуриваем этой медицинской информационной системой единой весь регион. То есть мы, благодаря тому, что вот выделены большие деньги для создания каналов связи, мы в этом году полностью вот эту работу заканчиваем в арктической территории. Вот. Поэтому каждая арктическая территория в конце года будет стоять единый наш медицинская информационная система, да, которая позволит также оперативно взаимодействовать с всеми медицинскими учреждениями в экстренных случаях, плановых случаях. Поэтому эта большая работа проводится. И хотелось бы, конечно, выразить благодарность всем причастным, да, вот, в создании этого контура, что облегчает жизнь нашим гражданам и оперативное взаимодействие и оперативную работу медицинских организаций. Вот. Вот вы как раз затронули Арктику, и вот я вспомнила телемедицина, да, то есть то, что вот в таких удаленных местностях, которые находятся у нас в арктической зоне, там вот как раз-таки очень стали активно использовать такую телемедицину, и врачи помогают им благодаря как раз такой тоже вашей заслуге, да, единой базе, получается так. Да, конечно, вот телемедицинские консультации, которые проводятся нашими республиканскими учреждениями в экстренных случаях, плановых случаях, они уже как бы с 2019 года активно уже внедряются. В этом году мы, конечно, полностью внедряем его через систему облачная поликлиника, через систему, саму вот эту медицинскую информационную систему единую, да. Эта работа проводится. Более того, мы используем благодаря вот работе нашего IT-парка, у нас есть компания Сайберия, наверное, вы знаете, да, которая имеет вот изображение. Они также вот внедрили систему искусственного интеллекта в рентгенологических кабинетах, что позволяет очень быстро взаимодействовать. Да? Вот, например, врач в районе, рентгенолог, смотрит, смотря вот благодаря искусственному интеллекту, может принять решение направить быстро этот снимок в город Якутск для того, чтобы оценить состояние, есть инсульт и какой инсульт. Поднимать борт для того, чтобы Центр медицины катастроф вылетел за пациентом, да, и привез больного в республиканскую больницу номер 2 или номер 1, да, для оказания экстренной медицинской помощи. Вот все эти процессы на сегодняшний день, благодаря развитию телемедицины, они настолько доступны стали и настолько реактивно быстро, да, не как раньше. Вот отправили по факсу документы, а потом ждали, пока кто-то ответит. Да. На сегодняшний день принимается решение практически в течение 30 минут. Это великолепно. Ну что ж, спасибо вам большое, что уделили время и ответили на наши актуальные, такие важные вопросы. Но я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.